Особое место в процессе противодействия экстремистским и террористическим угрозам принадлежит СМИ. Мировой опыт показывает, что эффективность в борьбе с этим злом зависит не только от деятельности правоохранительных органов и спецслужб, но и от того, какое участие принимает в этом СМИ. За тематическим круглым столом сегодня поднимают, пожалуй, самые острые вопросы и ищут пути их разрешения. Мне кажется, сейчас тоже время такое для нашей страны, когда подвиг простого человека, он необходим. И чтобы средства массовой информации помогали человеку в такое время найти те необходимые силы внутри себя, чтобы иметь возможность и желание, которое побуждает совершать благие поступки. Поэтому, конечно, сегодня на журналистику возлагается очень большая ответственность. Я надеюсь, что мы со средствами массовой информации Республики Ингушетия будем плодотворно в этом направлении работать. По мнению заместителя руководителя антитеррористической комиссии Саварбека Куркиева, СМИ является мощным и действенным инструментом, который влияет на молодежь. По его словам, из Ингушетии уехало в Сирию около 200 молодых ребят и девушек. Он отмечает, что где-то частично недорабатывают местные власти, которые должны вести постоянную разъяснительную работу с молодежью. Также Саварбек отметил, что региональным СМИ следует больше освещать военно-патриотическое воспитание молодежи. Я хотел бы попросить и порекомендовать представителям СМИ больше освещать на нашем телевидении передач о деятельности правоохранительных органов и, в частности, отдельно работу антитеррористических подразделений. В развязанной террористами войне против общества и государства им часто удается использовать коммуникационные ресурсы, СМИ и интернет-пространство. Социальные сети – одна из наиболее эффективных площадок для вербовки несознательной молодежи. Об этом в своем докладе говорила и блогер Залина Корикова. Она уверена, что социальные сети – благоприятная среда для распространения идей терроризма. В сети интернет-группировками, ведущие противоправную деятельность, осуществляется управление деятельностью автономных групп, проводится идеологическая работа, сбор средств, а также непосредственная подготовка к совершению экстремистских и террористических акций. Анализ информационной обстановки сети показывает, что контент основных интернет-ресурсов по продвижению идеологии терроризма носит наступательный агрессивный характер, отличается хорошей теоретической базой, продуманным спектром методов управляемого информационно-психологического воздействия на пользователей и защищенностью ресурсов. По мнению гостей конференции, в настоящее время в мире чаще говорят о проблеме экстремизма. Связано это с тем, что сегодня никто не застрахован от его проявления. Они считают, что дружелюбие и толерантность к представителям других национальностей и конфессий могут стать для молодежи предохранителем от негативного влияния экстремистских идей. Доведение вовремя правильной информации – это играет большую роль, потому что сегодняшний век 21 век технологий, кто первый получает информацию, даже хоть она фейковая, она как бы впервые схватывается, и после этого опровержение данной информации как бы отговорками принимается обществом. Поэтому СМИ в этом плане имеют очень большую роль. И на них как бы возложена большая миссия, на которую они должны ответственно как бы подходить и участвовать во всех процессах общества. Не стесняться в какой-либо информации, давать опровержение, если это уже нужно, или же успевать предупреждать какие-то негативные позывы в обществе и так далее и тому подобное. Поэтому данные конференции, они нужны. Средства массовой информации современные, если мы говорим об официальных, да, зарегистрированных, аффилированных, то они постепенно вытесняются народными средствами массовой информации, которые у нас в мире называются social media, да, то есть социальные сети и их информативная основа, их загрузка в основе своей вытесняет сегодня официальную информационную повестку. Поэтому очень большая задача наша заключается в нашей гибкости и вариативности в отношениях с этим блогерским, просто не только блогерским, да, экспертным, а просто с сознанием нашего населения, особенно молодежи, которая вовлечена вот в эту своеобразную медиасферу.
Молодые участники конференции считают, что мотивами к вступлению в экстремистскую группу, возможно, является стремление к независимости. Но каждый должен понимать, что своевременная профилактика терроризма может быть эффективной. Попадание под влияние экстремистской группы легче предупредить, чем впоследствии бороться с этим. В этом направлении активная молодежь уже ведет определенную работу. В социальных сетях я сама была свидетелем, происходит пропаганда данного явления, происходит вербовка молодежи, массовая вербовка молодежи. И я считаю, что каким-то образом повлиять на социальные сети в первую очередь необходимо, поскольку в современном мире социальные сети – это такой ресурс, который в большинстве своем использует именно молодежь. И действовать, влиять на молодежь, я считаю, что необходимо именно через средства массовой информации. Минас республики проводит множество мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма. Министерством создана специальная межведомственная группа, которая часто проводит семинары и круглые столы в различных учреждениях республики. Разговаривали с руководителем телевидения Республики Ингушетия. Будем создавать отдельный такой раздел, который сейчас и так проходит в новостном формате, показывает, где будет развенчивать эти фейковые новости. И в самом министерстве планируется создание мониторинга средств массовой информации, так сказать, создание схемы кризисного управления. Что если вдруг какое-то происходит событие, и власть, чтобы не бездействовала, а телевидение могло показать, вот на примере, как это было в перинатальном центре, когда на самом деле туда выдвинулась и приехал вице-премьер Амриева, она навела там порядок, выдали одеяло, отопительный сезон – это один из самых ключевых, который обсуждает правительство. Но были фейки, вбросы, нагнетания, чтобы можно было оперативно показать, что власть реагирует, она принимает меры и не сидит сложа руки. Я вот надеюсь, что мы будем совместно с средствами массовой информации оперативно эти дела освещать. После официальной части конференции состоялось награждение победителей конкурса детского рисунка под названием «Да миру, нет террору». Почти из 1000 работ были определены 3 основных победителя. Далее собравшаяся молодежь смогла посмотреть презентацию фильма «Вербовщики». Это один из проектов НТРК «Ингушетия». Для террористов человеческая жизнь – лишь разменная монета, ценность которой близка к нулю. Этот фильм показывает, что ислам не имеет никакого отношения к терроризму. Здесь подробно рассказывают, как молодежь попадает в сети вербовщиков, наивные и доверчивые, недовольные своими жизненными обстоятельствами и проецирующие это недовольство на власть. Они легко становятся уязвимыми жертвами тех, кто беспощадно распоряжается их жизнями. После просмотра фильма многие собравшиеся под большим впечатлением обсуждали картину. Хочу сказать, что данный фильм, распространение его хорошо было бы, если бы в различных соцсетях, таких как Инстаграм, ВКонтакте, возможно, в WhatsApp и других соцсетях. То есть вот именно в этих соцсетях сидит сейчас большинство молодежи, и думаю, они более будут информированы, если это будет именно не по телевизору или в университете или где-то еще, а именно в соцсетях. Мы сегодня живем во Всевышней безопасности, мы сегодня можем заниматься своими делами, можем заниматься своими семьями, детьми, работать. И самое главное для нас – это, конечно, развиваться. Для нас, для нашего народа самое главное – развиваться. В завершение конференции собравшиеся сошлись во мнении, что с этой проблемой необходимо бороться всем вместе, сообща, не давая ни малейшей возможности вербовщикам затуманивать мозги неокрепшей молодежи. Светлана Томова, Майрбек Миржоев, Новости 24.